Мигранты из Туркменистана требуют отставки президента. Из России в Таджикистан отправлены тела мигрантов. Режим Рахмона пытается играть на религиозных чувствах народа. На Северном Кипре прошла третья по счету акция протеста против тоталитаризма в Туркменистане, на которой звучали призывы к отставке президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Протестующие 14 июня вышли с плакатами «Мы не хотим гражданской войны в Туркменистане» и «Президента в отставку». Ряд плакатов содержал требования отмены цензуры в интернете. Издание «Хроника Туркменистана» насчитало на митинге более 50 человек, среди которых были и местные жители. Собравшиеся выдвинули требования снять ограничения на телефонную и интернет-связь, обеспечить мигрантам за рубежом возможность продлевать загранпаспорта через туркменские посольства, а проживающим и работающим на Кипре возможность беспрепятственно выезжать из Туркменистана и въезжать в него. В Туркменистане усиливается голод и идет обнищание населения. Власти Туркменистана игнорируют настоящую катастрофу и всеми силами подавляют проявление недовольства. Страна находится на грани гуманитарной катастрофы, рассказала одна из выступавших. Çünkü sistema yallakçı, parahor, adamlardan başkalarına yol koymayın. Напомним, ранее аналогичные акции протеста также прошли в Турции и США. У нас у всех цель одна. Мы хотим избавить Туркменистан от диктатора. 16 июня из России в Таджикистан выехала специальная машина с 50 телами таджикских трудовых мигрантов, которые скончались в различных регионах России. Об этом сообщил журналистам посол Таджикистана в России Имамуддин Сатторов. Это наши граждане из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Уфы, Хабаровска, Рязанской области, Новосибирска и других регионов. Мы выражаем благодарность соотечественникам, которые сотрудничали с посольством в этой благотворительной деятельности, в результате которой на родину были отправлены 50 тел наших соотечественников, отметил Сатторов. В посольстве журналисты также выяснили, что все расходы на транспортировку тел покрыл один таджикский предприниматель, который решил остаться неназванным. Следует отметить, что транспортировка одного тела посредством авиарейса обходится в среднем 70 тысяч российских рублей. Несколько лет назад правительством Таджикистана было дано распоряжение, что таджикские авиакомпании будут заниматься перевозками груза 200 бесплатно. Однако таджикский сегмент соцсетей заполнен обращениями об оказании материальной помощи в доставке тела очередного погибшего трудового мигранта из Таджикистана. Пресс-служба президента Таджикистана опубликовала видеозаписи исполнения церемонии малого хаджа, умры, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и его свитой в 2005 году. На записи показывают моменты, когда Эмомали Рахмон в ихраме, специальная одежда для совершения хаджа, обходит Каабу, читает молитву в Мекке, входит с разрешения саудовского короля в запретное для других помещение Каабы. В 2016 году пресс-служба президента Таджикистана тоже опубликовала фотографии и видео, как Рахмон и сопровождающая его делегация исполняют обряды малого хаджа. Лидер нации Эмомали Рахмон и сопровождающая его делегация после совершения намаза помолились за будущее Таджикистана, дома надежды всех таджиков мира, сплоченность и спокойствие таджикского народа, говорится в репортаже. با عقل میشناسند و با قلب میپرستند نه با سر و لباس و ستر و حجاب و صلاح و ریش. Один из таджикских экспертов, попросивший редакцию не упоминать его имени, высказал свое мнение по этому поводу. Ни для кого не секрет, что режим Таджикистана во главе с Эмомали Рахмоном является ярым противником любого проявления ислама и вот уже на протяжении десятилетий ведет борьбу в этом направлении. Но при этом постоянно для достижения своих целей апеллирует к текстам ислама, играя на чувствах мусульман. На сегодняшний день, на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией,
пандемией ситуация в стране тяжелая. С каждым днем растет недовольство народа как внутри страны, так и за ее пределами. В среде трудовых мигрантов народ набирается храбрости и высказывает свое недовольство. Потому им приходится снова и снова играть на исламских чувствах жителей Таджикистана, чтобы как-то смягчить их недовольство. Как ни странно, до сих пор еще остаются те, кто воспринимает всерьез эти приемы политтехнологов режима, заявил он.